В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Русский театр готовится к премьере постановки спектакля по Гоголю «Мертвые души». Ставит спектакль режиссер Сергей Потапов. О работе над спектаклем и об ожидании от года театра, объявленного в этом году в России, поговорим с нашим гостем, режиссером Сергеем Потаповым. Сергей Станиславович, здравствуйте. Здравствуй, Паша. «Мертвые души» в русском театре – это уже ваша вторая будет работа. Вот почему выбрали именно Гоголя? Как считаете, вообще вот «Мертвые души», насколько это вот работа его, да, писателя, соответствует сегодняшним реалиям, современному дню? Ну вот наша первая постановка по Булгакову с «Дней Турбиных» как-то очень хорошо прошла в русском театре. И дирекция пригласила меня второй раз на постановку. Я предложил Гоголю «Мертвые души». Но мы будем делать спектакль по пьесе тоже того же Михаила Булгакова, потому что Гоголь написал поэму, а с Булгаковым, с Гоголем тоже какие-то свои отношения есть странные, потому что в 22 году сначала он пишет «Похождение Чичикова» как фельетон, потом в 30-х годах он пишет пьесу «Мертвые души», и потом он пишет еще киносценарий. Вот. Ну и мы остановились на пьесе Булгакова «Мертвые души». Он в своих письмах сам пишет, что говорит, что как можно такую большую поэму, из такой большой поэмы сделать пьесу. Но в это время его берут ассистентом режиссера в Амхат, и ему приходится писать эту пьесу. Поэтому там такие тоже странные отношения. А классика, она на то и классика, что она всегда актуальна во все времена, во все эпохи. Ну вот говоря про актуальность, все же, да, вот такой вопрос, от каких факторов вот зависит, наверное, вот план театров, да, что в этом сезоне ставить, что, грубо говоря, будет пользоваться спросом, что нет, или все-таки ставится больше от какого-то творческого порыва? Ну, на самом деле, политику театра делает художественный руководитель в театрах, он диктует, какие будут постановки в этом году. А так я как фрилансер, как свободный режиссер, я ставлю то, что мне предлагают директора театра или художественные руководители, или я сам предлагаю. Ну, конечно, театр должен быть актуален, он должен жить нашим временем. Вот. Против времени идти это как-то глупо, иногда бывает так. И время само иногда говорит, что ты уже ему не нужен и можете выбросить куда-нибудь. А так, главное, чтобы театр, для меня театр – это театр для людей, чтобы для зрителя, чтобы зритель чувствовал, реагировал на эмоциональном уровне, чувствовал, что происходит на сцене. Это самое главное, наверное. Ну вот говоря про зрителя, да, вот какой наш якутский зритель? То есть какая-то особенность, отличающая нашего зрителя, опять же, от зрителей? Такого зрителя, как у нас, наверное, нигде нет. Чем это проявляется? Он очень немножко в хорошем плане наивный, чистый какой-то и доброжелательный, можно сказать. Но мы как-то, может быть, в столичных городах там более зритель, он немножко искушенный, поэтому он как-то требует тоже такого, то есть более гурманных. Да, блюд. Мы не избалованы в этом плане, да? Да. Хорошо, а вот многие в театр ходят для того, чтобы понять, что происходит там в данное историческое время с обществом. Вот отвечает ли вообще театр сегодня этим требованиям, запросам общества? Ну да, сделали же годом театра этот год. В том году по программе «Единая Россия» очень было большое финансирование в театрах, особенно малых городов. И мы все знаем, что Россия считается одним из самых театральных стран в мире. Поэтому, возможно, они сделали так, что этот год объявили годом театра. Ну вот вы затронули малые города, да, тему, и опять же есть, грубо говоря, такие малые театры с небольшими коллективами. Вот тут уже возвращаясь немного к репертуару, да, на что следует им ориентироваться сегодня, как считаете? Там есть несколько путей, да? Есть чисто коммерческий путь, когда делают комедии, чтобы зритель приходил, есть детский репертуар, есть ставят фестивальные спектакли, которые уже изначально предназначены на фестивале и не для широкой публики. И это все зависит от руководителя театра, что он хочет. Я работал с большими, с маленькими, средними театрами, и в каждом театре все по-разному. Все-таки зависит от уровня театра, от уровня профессионализма.
Ну вот, кстати говоря, да, про такое вот явление, да, вот в последнее время, допустим, наблюдается, что все-таки люди там начинают, может быть, меньше читать, да. С театром происходит такое, люди начинают меньше хотеть, или наоборот сейчас какой-то вот такой пик, подъем, что прям все хотят вот прикоснуться к этому виду творчества. Ну, театру очень много лет, ну, веков даже предрекали, что конец театру будет, но театр живее всех живых. Потому что в театре это живая энергия, она никогда не уйдет. Ну, как один из видов искусства. Вот, и там происходит, ну, живое, то, что происходит сейчас, в эту минуту, в эту секунду. С театром более в действии, ближе к кино, но с экрана же артист не сможет спрыгнуть в зрительный зал, а в театре это можно сделать. То есть еще добавляется эффект присутствия. Да, да. И как бы вот в этом плане театр сильнее многих искусств. Вот. А есть вот какие-то, грубо говоря, репертуарные тренды? Вот, ну, например, если взять кино, да, сегодня там очень, ну, большим спросом пользуются там кинокомиксы, да, популярность. А в театре есть что-то такое? Опять же, там, может быть, комедии, драмы, опять же, детские, куда больше ходят? Ну, в любом случае, как бы есть классические произведения, которые как бы проверены временем, и люди ходят, и смотрят. И есть, конечно, понятие школьная программа, тоже как бы театры иногда делают такие спектакли по школьной программе. Вот. А так, я думаю, что если вот три элемента соединятся, это время, автор и коллектив, который может сказать слово автора, да, тогда появляются великие театры. Но эти театры потом потихоньку уходят, тоже как бы время, да, они все время не может гореть, и потом возрождается что-то новое, новый театр появляется. Вот, кстати, тоже, да, вот вы затронули только что работали с разными театрами, да, вот это, грубо говоря, постоянный контакт с разными труппами, в том числе, да, с разными коллективами, он какие-то вот дает преимущества, может быть, ну, опять же, в плане там творческого развития? Ну, чисто как профессиональность, конечно, что-то дает, потому что у меня постановок, ну, больше 20, можно сказать, на языке, который я не знаю, да. Вот, я уже ставлю, ну, наверное, я проехал все тюркские республики в России, вот, работал со всеми национальными театрами, можно сказать. Вот, и когда ты работаешь, ты каждый раз встречаешься с новой культурой, с новыми традициями, как-то, вот, это тоже тебе что-то дает. И каждый раз ты открываешь новый мир какой-то. Вот. Ну, вот насколько я знаю, вот говоря про то, что почти все тюркские республики, да, проехали, последняя постановка была в Татарстане, если не ошибаюсь. Можете про нее рассказать, что это была за постановка? То есть, как подходили, с какой точки зрения подходили, вот, что поставить, как поставить? Ну, я в этом театре уже ставил один раз. Я поставил азербайджанского драматурга, спектакль называется «Иблис». Вот. И они с этим спектаклем в том году взяли большую театральную премию, «Триумф» называется, в Татарстане. Это единственный такой случай, когда провинциальный театр взял этот приз. Вот. И они вот по второму кругу меня пригласили, и мы с моим хорошим другом, известным российским драматургом Михаилом Башкировым написали пьесу. Называется «Салгынкын. Холодные ножны». Это такой вот современный такой эпос, можно сказать, татарский. И я поставил это на татарском языке. Вот. Но так как я уже, как бы этот театр уже знаю, мне более-менее было легче с ними работать. Потому что было какое-то доверие со стороны артистов ко мне. Ну и понимание, наверное, да, уже больше. Да, и ну, хотели работать со мной. Вот. Ну, театр, как вы сказали, да, в первую очередь для зрителя, реакция зрителей какова была? Ну, я думаю, что, ну, на мой взгляд, я поставил лучше, чем первый спектакль. Потому что всегда сложнее второй раз приезжать. Даже третий раз я иногда приглашают меня. И все ждут, что это должен быть лучше, чем то, что ты поставил в начале. Вот. И как-то приходится через себя как-то так переступать и делать, работать. А есть ли какие-то у вас планы вот уже не внутри, да, страны, а там зарубежное какое-то сотрудничество с тюркоязычными, опять же, странами? Ну, у меня театрами? 5 постановок в Казахстане. Вот я этом году летом ездил в Узбекистан по приглашению премьер-министра Узбекистана. Получается, я второй приглашенный на правительственном уровне режиссер. Вот. Там поставил Шекспира «Укрощение строптивой». Кстати, они вот в этом году приедут в Уфу, там фестиваль будет тюркоязычных театров. Вот они привезут мой спектакль. Ну и много приглашений.
Просто у меня времени не хватает, как бы. Вот, и все расписано. Но все-таки вернемся ближе уже как бы к сегодняшнему дню. Вот готовится, опять же, «Мертвые души», с чего начали. Чего-то вы, может, какую-то завесу тайны приоткроете, чего зрителю ждать? То есть что-то, какие-то необычные моменты? Ну, я думаю, что само произведение, оно такое мистическое, и очень много там зашифрованного, да? Если вот вы как православный человек, вы не может же душа быть мертвой, да? Она же бессмертна. Вот. И поэтому здесь очень много загадок. Вот. В этом плане и посмотреть на главного героя, кто он, да? Не просто какой-то жулик, да, а очень, ну, сам по себе очень такой странный персонаж он. Глубокий какой-то, более такой эмоциональный и с острым умом, можно сказать, человек. Вот. Ну и, конечно, с нашим временем это будет очень соприкасаться, потому что, ну, те же вот продажные чиновники, там, льстивые помещики, как бы, присутствуют в любом времени, наверное. Вот. И, ну, будет, думаю, нас ждет интересная работа с театром. Ну, и я думаю, зрителю тоже понравится. Тем Ну, более... надеемся, надеемся. Ну, я почему-то уверен, что понравится. Ну и все-таки в завершении беседы, не так мало времени остается, все-таки упомянули про год театра в этом году. Чего лично вы, да, как человек, связанный с этим творчеством, с этим искусством, ожидаете от этого года? Ну, хотелось бы всем своим коллегам пожелать, чтобы в этом году у них у всех были хорошие, интересные работы получились. Ну, и театр в любом случае от своего рода тоже сцена, трибуна, да, с которого говорят какие-то слова острые. Вот. И чтобы вот это слово как бы дошло до зрителя, то, что мы хотим сказать, вот, своими работами, вот, своими спектаклями. Вот. Ну, а в плане какой-то, может быть, поддержки, да, опять же, театров там, с точки зрения со стороны государства, да, все-таки на федеральном уровне год театра объявлен. Ну, это, наверное, будет, наверное. Ну, как бы я, как я сказал, я далек от каск, от бухгалтерии, поэтому я как бы... Нет. У меня тут только творческое такое. Тут скорее речь идет, вот, опять же, там, о каких-то Финансирование. реконструкциях, да, реставрациях театров, постройке Ну, новых. это надо вопросы задавать директору, наверное, в первую очередь. Моя работа все-таки творческая, да, я занимаюсь искусством. Вот. Ну, раз уж сказали, что все-таки своего рода театр — это трибуна, с которой что-то говорят, и должно быть это услышано, желаю вам в дальнейшем все-таки, чтобы ваши работы были услышаны, какие-то, может быть, тайные послания там также были расшифрованы. Ну и желаю успехов в работе над постановкой. Напоминаю нашим зрителям, что мы беседовали с режиссером Сергеем Потаповым. Это было актуальное интервью. Ходите в театр, развивайтесь духовно и культурно. Оставайтесь с нами.